экскурсию по залу, вы сказали, что надо начинать отсюда. Да, экспозиция у нас начинается вот с этого места, с ознакомлением вот этих двух текстов. В принципе, это один текст, только тут идет на абхазском и на русском. Их нам подготовила Ирма Гублия, наш искусствовед, который сегодня проживает в Германии. И вот мы с ней сконтактировались, пообщались. Я послал ей фотографии своих работ, и она, вот, просмотрев весь этот материал, сделала такое небольшое эссе или резюме к этой выставке. Такая аннотация. Аннотация, да, в помощь зрителю. В помощь зрителю. Из фрагментов целое. О чем это? О чем это? Ну, конечно, ей лучше знать, потому что... Вы как автор согласны с этим? Я согласился. Вообще изначально она говорила просто как фрагменты, но я сказал: Ирма, может, мы как бы немножко расширим это название, потому что фрагменты чего, да? И тогда вот как такая вот идеальная форма из фрагментов целое. Ну, мне кажется, что она, увидев все эти работы, увидела их некую такую раздробленность, как будто что-то взрывается, не разлетается. В итоге что-то соединяется, что-то где-то друг к другу сближается и во что-то целое вливается. И вот как бы об этом она как бы и написала. Да? Для того, чтобы убедиться в том, что это именно то, зрителю надо пройтись по залу. Конечно. Увидеть все работы своими глазами. Обязательно, конечно. И только потом снова вернуться и ознакомиться. Да, если мы будем знакомиться с этим текстом несколько раз, это будет еще лучше. Да. Традиционно точнее автор, рассказывает о своих работах, делится определенными вещами, которые, возможно, зритель сам не успел уловить. Начнем, наверное, с этой работы. Она очень яркая, наверняка она не просто так оказалась самой первой. Да, мы их не просто так, и не просто так она висит как бы не одна. То есть тут идет 3 работы такие, это некая такая серия. Они возникли, скажем так, вот в период начала военных действий в Украине. Поэтому мы можем прочесть там вот эти события, да, некий отклик автора на эти события. Да. Вот снова что-то ломается, что-то разлетает, присутствие этих шаров, которые нам говорят именно о неком милитаре, да, вот о некой военной как бы специфике, которая здесь присутствует в этой картине, как бы что одна, что вторая, что третья. Мы ее назвали, это первое мгновение скорости, и 2 остальные — это объекты с шарами 1, объекты с шарами 2. Ну, как казалось, полнее информации уж я не могу дать. Да. Как долго вы работали над ними? Я пишу пока сегодня акриловыми красками. Это тот материал, который быстро сохнет, в отличие от масляной живописи. Поэтому, если у кого-то на такой объем работы масляными красками уходит много времени, то у меня там максимум пару недель. Вот мне всегда интересно, художник, он планирует ли то, что он хочет написать? Вот, условно говоря, поэт не думает, когда приходят какие-то мысли, слова и так далее, он не думает над тем, чем завершится его стихотворение. Наверняка у художников то же самое. Или, возможно, запланировать там серию определенную на какую-то определенную тему и выполнить работу. Получается ли эта работа такой же качественной, как какой-то такой некий эмоциональный порыв и так далее? Всегда же нечто гениальное, оно рождается. Да, но тут, наверное, все индивидуально, в зависимости от художника, да, и от его внутреннего строения. У меня присутствует и то, и другое. То есть, да, если в период какого-то увлечения, скажем так, абстрактной живописью,
Там, конечно, ничего не планируешь. Вот холст, вот палитра с цветами, с красками, и ты начинаешь уже перед холстом, уже на холсте, и, так сказать, работать на этом холсте, на этом пространстве, и уже как бы само собой тебя куда-то какая-то сила или какие-то твои эстетические вкусы выведут. А здесь же по-иному. Тут я делаю наброски, разрабатываю какую-то композицию уже на бумаге и уже ее так дотошно переношу на холст. И, конечно же, в процессе уже работы с красками ты что-то меняешь, это естественно, да. Но некий костяк, он все равно остается. То есть вот продуманность, она бывает таким. В основе лежит все-таки продуманность. А некая вот такой необъяснимая, интуитивно приходящие вещи, они присутствуют, но они не доминируют, скажем так. Но присутствуют, да. Еще один момент, который меня интересует, вот относительно цветов, да, в таком банальном мире, условно говоря, принято считать, что все черное – это про что-то плохое, белое – про что-то позитивное, хорошее. Но вот опять-таки, говоря об этой серии, тут невозможно сказать, что доминируют темные тона, тут абсолютно яркие, насыщенные цвета. Вот лично для вас как передаются те или иные эмоции и ощущения? Какими цветами вы их передаете чаще всего? Но сегодня меня стал интересовать цвет вот такой броский, скажем, такой неоновый цвет, такой, да, вот рекламный, такой молодежный, где можно встретить его где на каких-то тусах молодежных, да, вот он там присутствует. К сожалению, такой самой краски у меня нет, я его добивался, эти цвета уже смешивая, колируя, да? Разных цветов и оттенков, да. И, может быть, он так не звучит, как он должен был бы звучать, но сегодня то, что есть, как бы, да. Сегодня мне нравится вот эта броскость, плакатность, да, вот она идет у меня тоже параллельно с каким-то символизмом, вот. А для плакатности всегда нужны такие очень такие броские, яркие цвета. Перейдем к следующей мини-экспозиции, да, более знакомой. Да, она у нас 21 года, мы тогда познакомились с такой интересной командой Харам, да, и он предложил это. Саид Барганджи и Георгий Берзеня, да. Да, вот эти ребята двое предложили сделать нечто подобное, я с удовольствием согласился, и мы это сделали, как бы, да. Точнее, я подготовил эскизы, они все остальное сделали, вот. Да, я не додумалась сегодня прийти в спортивном костюме, вот, на моем костюме вот эта замечательная работа. Я очень люблю этот костюм. Я, кстати, просил, по неким условиям, мне тоже доставался один из костюмов. Я говорил, мне вот такой, мужской, но вот с таким как бы рисунком. Он сказал, да нет, есть женские только с таким, поэтому... Вот, вышла такая очень интересная коллаборация, творческая, но вы специально для этого проекта готовили эти работы, насколько мне известно. Да. Они поэтому как бы не продаются. У нас была некая такая договоренность, чья она собственность, скорее всего, автора, но в то же время она вот как-то, хотя мы говорили о том, что я могу ее и передать тоже, да, вот не проблема, да. Наверняка те, кто бывал на вашей выставке, на предыдущей выставке 2 года назад, заметили, что есть изменения. Не столько, наверное, в подаче, сколько по цветам, мне кажется, есть изменения. Ну и, соответственно, по форме вы сами говорили о том, что если в прошлый раз сюрреализма было намного больше, сейчас вы переходите на символизм, плакатность, да, от сюра мы пока как бы не отказываемся, скажем так, да. Но если мы коснемся предыдущей выставки, то есть она чем отличается от этой, то есть они были все такого картина человекоцентрична, то есть в центре всего человек.
каждой картины присутствовал человек, да, и вокруг этого человека крутился, раскрывался какой-то сюжет. Здесь этого нет. Я, то есть, как-то тоже такие осознанные шаги, естественно, ну, как-то у каждого художника это так. Тут мы отказались от доминации человека в картинах, да, и нас интересует уже некий сюжет, скажем так, самодостаточный, без присутствия Homo sapiens, да. И вот нас стали интересовать вот эти такие субъекты, мы даже пока их называем просто объектами, да, но в итоге они могут перейти и такой, как бы, и в субъекты. И вокруг них строим как бы какой-то сюжет, да. Как бы так. Искусствовед Сурам Саканя на тему вашей выставки такую очень интересную мысль высказал. Ну, естественно, он сравнивал предыдущую вашу выставку с нынешней, говорил о том, что там было сюра больше, чем сейчас, человека там было больше, чем сейчас. Сейчас какие-то внешние факторы, обстоятельства, очень популярная тема на сегодняшний день искусственного интеллекта и всего остального. Вот этого всего стало больше в работах от Гуру Ампар, сказал он. Насколько он точно описал то, что вы хотели передать зрителю? Ну да, вот как бы это меня интересует, как бы мне это по душе. Я вообще как бы, как сказать, по натуре своей глобалист, да, вот как бы, да, мне нравятся вот эти процессы, которые объединяют все человечество. Конечно, как сказать, есть какие-то, может быть, стороны этого направления не самые приятные, но без этого не бывает, да, все в нашей жизни там, из положительного, из отрицательного состоит. Но мне это нравится, и поэтому в своих работах я бы хотел сделать такую модель, которая понятно воспринимается человеком, живущим в разных уголках мира. То есть для него это должно быть вот он, как сотовый телефон взял в руки, сразу понимает, на какую кнопку нажимать, и эта эстетика ему ясна, понятна, и она ему близка, вся эта технология. То же самое и картина. Да? И хотел бы передать дух этого времени, который сегодня как бы проник, по-моему, везде и всюду как бы. Я очень часто слышу, что вас ассоциируют со смелостью подачи своего материала, своего творчества. Мне кажется, даже несколько лет назад некоторых даже могло шокировать. Все смотрели, не все понимали, но об этом говорили все точно. Со временем как-то вот все стали привыкать, что ли. Утряслось, в общем. Все утряслось. Более того, да и ценителей стало намного больше. Это здорово. Это о чем это говорит? О чем это говорит? И не было ли боязно изначально? Но оно как бы, да, конечно, это присутствовало, некие боязность, но она как-то и тоже тебя к этому, к каким-то подвигам своеобразным. Ну и мотивирует, стимулирует, да, конечно. Да нет, я как-то после того, что мы повидали, как сказать, в местах, где мы находились, особо уже бояться нечего, мне кажется, да, поэтому, да, ну а тут, да, я понимаю, что старшее поколение, особенно художников, да, они как-то воспитаны в иной культуре, для них это, мягко сказать, неприемлемо, приемлемо, но все равно. Ну, а молодое поколение, оно, мне кажется, для них это близко, это как бы та атмосфера, в которой они живут, она свойства похожа. Это... Вот даже если говорить о старшем поколении художников, вот за эти несколько лет вы чувствуете изменения сами?
чувствовать, потому что мы же как бы... Изменения в их восприятии ваших работ. Вы знаете, я заметил одну вещь, какую я помню, вспоминаю слова, которые мне сказал в свое время один художник, не буду его называть, он сказал: мне все равно, что там у тебя в душе происходит, о чем ты думаешь, во что ты веришь. Главное, если ты пишешь картину, чтобы она состоялась и мастерски была написана. Все. Чтобы мы ее обсуждали как картину, а не то, что тебя там волнует, и нам совершенно неинтересно это. Ну, в какой-то степени он прав. И поэтому, когда художники, взрослые, невзрослые, видят, что тут есть некое такое, скажем, мастерство появилось, да, они начинают с этим считаться. Да, им не нравится направление, они возмущены цветовой подачей, но зато есть как бы некая усидчивость этого человека, который разок, второй, третий нам постоянно что-то предлагает. И они, кстати, начинают с этим слегка считаться, скажем так, да. Так что важнее, на ваш взгляд, мастерство или, хотя, наверное, важно мастерски подать то, что чувствуешь? Конечно. Я вот, например, очень жалею, что у меня нет, например, скажем, того же самого академического образования, потому что академическое образование дает возможность использовать еще массу всевозможных, так сказать, инструментов для передачи той информации, которую ты хотел бы передать, да. А с другой стороны, это же может в какие-то Да, определенные она рамки как бы и так присутствует. Но я просто... Иногда есть какие-то любимые художники, чьи работы ты просматриваешь, и ты видишь, что, так это же вот именно их образование позволяет им вот так интересно писать такие интересные картины, да. Вот как-то так. Есть в зале самая любимая работа? Нет. Так бывает вообще у художников? В моей жизни была один раз одна какая-то любимая картина, да, я с ней распрощался, и сейчас как-то особо нет таких привязанностей. Где она находится сегодня? Особо недалеко. В Сочи, по-моему, она находится, да. Главное, чтобы в хорошие руки попала. Нет, это прекрасные люди, и я с удовольствием ее им передал, как бы, да. Imagine the girls around town assemble. The traveler's song, they come ask him where he came from. Поговорим 'Cause немного they've watched him об обратной washing his связи, face near the о восприятии людей, ваших работ. Насколько для вас это важно, как вы это принимаете, как вы вообще относитесь к критике? places Она вас подстегивает или наоборот? Но без нее никак. Ну что, конечно. Поэтому и существует целый институт искусствоведов и критиков, да. Вот. Нет, конечно, она нужна. Да. Сейчас не будем говорить о том, что там разная критика бывает. Ну, понятно, что все бывает разное. Вот. И зритель нас интересует в какой-то степени. Я, наверное, один из таких активных, скажем, в соцсетях художников тоже. Я понимаю, что это такая область, без которой не обойтись. Вот. Там приятно видеть, когда приходят люди в выставочный зал. Нам приятно обсуждать вместе с ними работы, вообще говорить об искусстве. Да. Нам интересно, да, и взгляды интересны. Что касается обратной связи и вообще соцсетей, это же такая замечательная возможность, хорошая площадка, чтобы даже заявить о себе молодым художникам, которых вовсе и не знают. Ну, как бы вы начали о себе заявлять не в соцсетях, вы как бы это совершенно другое поколение художников и так далее. Это все понятно, но и тем не менее вы, правда, довольно активно пользуетесь именно вот этой площадкой. Что это вам дает? Подпитывает ли, помимо там, продажи своих работ и еще каких-то определенных вещей?
Ну, вот, скажем так, с продажами там, конечно, ничего не получается, потому что, чтобы все это происходило, это надо мне самому, как бы, как самому художнику переступить через что-то, как бы, да, называя вещи своими именами. Я как никак не могу себе позволить как-то написать о том, что вот эта картина продается, и она стоит там какую-то определенную сумму. Но просто мы общаемся, как бы обсуждаем эти картины, да, вот иногда человеку тяжело прийти сюда, ну или же мы сюда не приходим, не выносим картины, и настолько мы увлекаемся жизнью в соцсетях, что нам порой и не нужна какая-либо другая выставка. Хотя мы прекрасно понимаем, что увидеть вживую картину — это совершенно иная культура и вообще иное восприятие картины, да. Выставка для художника – это что? Выставка для художника, ну это как бы вот некий такой этап его жизни, в его жизни, очередной этап в его жизни, где он подытоживает что-то там, смотрит на себя со стороны, потому что одно дело, ты пишешь картины у себя в мастерской, ну, можешь расставить их 2-3, да, другое дело, когда ты вот в таком пространстве их вешаешь, и ты немножко по-другому начинаешь смотреть вообще, чем ты занимался в определенный период своего художества, да. Мгм. Каким будет ваш следующий этап? Следующий этап. Так получалось, что я и на предыдущей выставке как бы о чем-то сказал, и ничего не получилось. Вот. Поэтому, конечно, я могу что-то сказать, но может быть, оно и не произойдет, как бы, да. Хочется уйти в какую-то такую область, где будет очень сведена картина, где будут работать 2-3 цвета, как бы, да, вот, чтобы этого многоцветия не было. Вот. В какой-то снова вот этот плакатность и символизм, скорее всего, он будет присутствовать, да, а может, эта сюра станет еще меньше, как бы, что-то такое, да. И по размерам мне хотелось бы каких-то больших полотен, потому что это немножко совершенно другая вообще сила действия на зрителя, большие работы. Но с большими работами тяжело в Абхазии, то есть, ну, ты их напишешь, но их же еще и нужно, чтобы они как-то кому-то предложить, а это всегда немножко трудно нашему населению повесить огромную картину у себя дома. Да. А вот вы сказали о том, что вам сложно переступить через себя, называть вещи своими именами, там, назвать цену своей работы и так далее. Вопрос реализации. Вот как он вообще решается в нашей стране, и не только в нашей стране, но и за рубежом, если у вас был бы какой-то определенный человек-агент, условно говоря, который занимается этим делом, все было бы намного легче и проще. Ну, Конечно. Но вот как в том-то и дело, чтобы с другой стороны, ты пишешь эту картину, тебе надо, ну, как бы освобождать пространство, да, и чтобы было заполнять. похоже так, как должно быть, как так где-нибудь там в Европе, это надо находиться в Европе, да. Потому что многие художники, которые живут в той же самой Москве, казалось бы, Питере, они все-таки думают об Европе, нежели могут позволить себе все, что они хотят именно в той же самой Москве или Питере, я имею в виду с реализацией своих работ, своего творческого потенциала. Да. Поэтому мы находим какие-то такие вот формы существования здесь, они как бы в скором будущем наша знакомая, наш друг, товарищ будет открывать свою частную галерею, она будет небольшая, но это будет такая вот в интересном месте. И у нас уже идут некие договоренности, что мы будем выставляться в ее пространстве. Да? И она будет уже думать и переживать о дальнейшей судьбе картин. Вот, мы надеемся, что она как-то вот ситуацию разбавит в положительном смысле слова хорошо. Да. Насколько для вас важно, в чьи руки попадает ваша работа? Ой, вы знаете, иногда, конечно, мы задумаемся об этом, но в итоге, по сути, мы же даже не знаем иногда, в чьи она руки попадает. И, конечно, если вот художника поставят перед такой, ну, в смысле, уже как перед фактом, что вот картину, я не знаю, купит какой-нибудь злодей, да, может он еще там сказать, порепенится и не предложит ему ее, да, но это, мне кажется, как исключение. А чаще мы продаем, мы даже и не знаем, кто покупает его, мы не знакомимся с этими людьми, да. И потом картина начинает жить своей жизнью. Вот. Как долго она будет жить, неизвестно. Вот.
Главное, мне кажется, это вот именно такие масштабные мероприятия, когда эта картина не просто попадает в чьи-то одни руки, а когда ее видят множество людей. Ведь это определенная информация, и хотелось бы, чтобы с этой информацией поделиться со многими.